Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, в студии Фатиме Сейдометова. О последних событиях прямо сейчас. Как в Крыму отмечают День государственного флага и герба? Как выступила крымская делегация на заседании ОБСЕ в Варшаве? 150 спортсменов со всей России участвовали во Всероссийском детском шахматном фестивале памяти Александра Куликова. Олимпийцы Крыма на открытом турнире по тэквондо за звание сильнейшего сразились около 300 спортсменов из 32 регионов России. День государственного герба и флага отмечают в Крыму. Символы были утверждены Верховным Советом полуострова 24 сентября 1992 года. Крымчан с этим праздником поздравил Сергей Аксенов. Сегодняшний праздник объединяет народы полуострова, символизирует гражданскую зрелость и политическую ответственность крымчан, нашу неразрывную связь с Россией. В дни Крымской весны под нашим флагом мы отстояли свою свободу и независимость, восстановили историческую справедливость, вернулись домой. Сегодня в Крыму прошли спортивные и физкультурные мероприятия. В школах торжественные линейки, уроки патриотизма. В каждом городе полуострова исполнили песню в рамках музыкальной акции «Наш Крым». А на вершину Айпетри подняли государственный флаг Крыма. Прорыв информационной блокады. Очередная делегация с Крыма выступит на совещании ОБСЕ в Варшаве. С крымскими общественниками поехала и наша съемочная группа. Специальный репортаж из Польши нашего корреспондента Айше Шулаковой. Рифат Бей, салям алейкум, баракису алимвар. Вы думаете возвращаться в Крым? Вам же отменили запрет уже. Вы же знаете прекрасно о том, что я нахожусь под арестом заочным. Лидер запрещенного в России меджлиса крымских татар Рифат Чубаров убегает от ответа на вопросы по поводу Крыма. Видимо, торопится рассказать очередную порцию якобы правды о крымских татарах, проживающих в российском Крыму, на заседании ОБСЕ в Варшаве. Как вы считаете, а где ваша обещанная автономия для крымских татар? Рифат Бей, а еще вопрос. Как вы прокомментируете ситуацию с отменой комитета? Какое будущее ожидает меджлис? Рифат Бей. Что может рассказать человек о своем народе, который не был на родине более 5 лет? Где обещанная автономия для крымских татар? На эти вопросы ответа не последовало, учитывая то, что вчера президент Украины Владимир Зеленский принял решение упразднить должность Мустафы Джемилева, уполномоченного по правам крымских татар и аппарата в целом. Какое будущее ожидает пана Чубарова, остается догадываться. Я обратил внимание, как в эту очередь, как слон в посудную лавку, вполз со своей мощной фигурой господин Чубаров. У него возникли, я стоял сзади господина Чубарова, у него возникли очевидные проблемы с прохождением записи на выступление. Как оказалось, для господина Чубарова чужды и обычные нормы регистрации участников. Член Международного совета российских соотечественников Сергей Пинчук рассказал, что у Щирова-патриота возникли проблемы с записью на выступление. Напомним, пленарное заседание ОБСЕ посвящено вопросам соблюдения прав национальных меньшинств. И только при поддержке дипломатического корпуса Украины, насколько я понимаю, ему удалось вырвать у организаторов форума право на слово. То, о чем он услышит, то, о чем он скажет, я думаю, что мы вскоре услышим. В принципе, и предполагать нетрудно. А мне, в свою очередь, хотелось бы, чтобы он дал свирепый комментарий по поводу вчерашнего решения президента Зеленского относительно упразднения должности уполномоченного по правам крымско-татарского народа и аппарата. Желаем успешного выступления господину Чубарову и желаем всем нашим крымским участникам хорошо выступить. Сегодня из Крыма на заседании будут принимать участие делегаты из Крыма. Правда, их только 3. Это председатели региональных национально-культурных автономий полуострова и заместитель муфтия. А также приехал из Турции председатель диаспоры крымских татар Унвер Сель. Получится ли выступить нашим соотечественникам без провокаций со стороны Украины, покажет время. В своем выступлении я расскажу о позитивных изменениях, которые произошли в Крыму, о которых мы 5 лет назад могли только мечтать. О том, как развивается наш полуостров во всех сферах. Расскажем только правду, предоставим факты. И все, кто сомневается
сомневаются, пусть задают вопросы. Мы готовы на них ответить. Ни одна международная институция не делала мониторинг непосредственно на территории Крыма. Россия неоднократно приглашала мировые организации по правам человека посетить полуостров, но безрезультатно. Именно об этом в своем выступлении хочет рассказать директор Украинского института политики и социальной защиты имени Ирины Бережной. Она отметила, что они должны последовать примеру многих депутатов Европарламента, которые уже были в Крыму. Мы работаем с депутатами Европарламента. Они посещали территорию Крыма, и все они сделали очень позитивные результаты о том, что никаких ущемлений прав там нет, и тем более крымско-татарского населения. Как может быть ущемлены те, и которые 89% приняли гражданство Российской Федерации, пользуются льготами, которые предоставлены Российской Федерацией в связи с репрессиями, которые понес крымско-татарский народ. Им предоставлено право на изучение в дошкольных учебных учреждениях, средних, начальных школах, обучаться на крымско-татарском языке, изучать этот язык. То есть им предоставлены те права, которые не были, когда Крым находился на территории Украины. И если сегодня будут какие-то попытки препятствовать выступлению, со своей стороны мы будем вас поддерживать как правозащитная организация Украины. Совещание ОБСЕ в Варшаве продлится еще 3 дня. Сегодня 500 тысяч информационных листовок в виде цифровой бабочки отправились в почтовые ящики крымчан. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов. Он также добавил, что 14 октября прекращается вещание аналогового телевидения на территории России и напомнил крымчанам о том, что в отделениях Почта Крыма продаются телевизионные приставки по ценам ниже, чем в торговых сетях полуострова. Здесь все написано, как перейти на цифровое телевидение, какие каналы можно смотреть, 27 каналов, как 20 федеральных, 7 каналов региональных и еще 3 радио можно смотреть в этих всех 3 мультиплексах. Здесь также размещены телефоны горячей линии, как федеральной, так и региональной. Центр наш оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым постоянно на связи. В Крыму прошли Дни армянской культуры. В этом году они посвящены 30-летию основания армянского общества на полуострове. Выставки мастеров прикладного искусства, мастер-классы по приготовлению национальных блюд и фестиваль армянского ансамбля «Арарат» порадовали крымчан в Феодосии, Алуште и Симферополе. Программа сложена так, чтобы показать культуру разных регионов, где проживают армяне. И когда мы видим, как они сегодня друг друга встречают, их лица радостные, общение, это еще раз доказывает, что мы работаем все вместе в правильном направлении. То есть мы даем людям не только время, чтобы окунуться в их культуру, но также пообщаться, набираться опыта и обмениваться хорошим радостным настроением, которое сегодня царит на наших площадках. На торжество прибыла делегация из Армении. Мы привезли с собой народные промыслы, экспозицию одного из наших музеев, которая посвящена Айвазовскому. То есть здесь все, и культура, и наука, и политика. Вот. Приехали мы, конечно, с хорошим настроением, потому что приехали на дни армянской культуры в Крыму. Мы очень благодарны руководству Крыма за возможность, значит, представить культуру нашего народа. За помощь в организации праздничных дней представители армянской делегации поблагодарили крымскую сторону за содействие на совещании в Совмине республики. Мы же со своей стороны, конечно же, готовы на взаимодействие для того, чтобы друзей у Крыма становилось больше, чтобы наш многонациональный Крым принимал друзей, всегда готов оказывать любое содействие, конечно же. И в целом те предложения, которые сегодня были озвучены, конечно же, будут прорабатываться в правительстве для того, чтобы мы дальше могли их реализовывать. Те, кто отдыхал в Крыму, остались довольны отпуском. Таковы результаты опроса среди россиян, которые провели лето на курортах страны. Крым среди курортов России занял почетное 2-е место. На 1-м традиционно Краснодарский край. А замыкает тройку лидеров Москва и Санкт-Петербург. Об этом сегодня сообщил директор ВЦИОМ по работе с органами государственной власти Кирилл Родин на видеоконференции в Симферополе. Единственное, чем Крым отпугивает опрошенных – высокими ценами и плохим сервисом.
Тем не менее, за лето в Крыму отдохнуло почти 6 миллионов человек. 2 человека пострадали в аварии в Симферопольском районе. Накануне лоб в лоб столкнулись автомобили BMW и ВАЗ. ДТП попало на камеру видеорегистратора одного из крымских водителей. Авария произошла между населенными пунктами Добрая и Пионерская. По словам очевидцев, водитель BMW уснул за рулем. Он выехал на встречную полосу движения и буквально протаранил отечественный автомобиль. В Муфтияте открылись курсы для условно осужденных. В программе лекции «Основы исламской религии», вопросы нравственности, разделение дозволенного и запретного. Занятия проводятся совместно с уголовно-исполнительной инспекцией Крыма. Они открыты для всех желающих и бесплатные. График лекций плавающий, время и дата назначаются руководителями проекта. Помощник муфтия Крыма Мухаммед Исламов уже провел более 8 лекций. Всего открыто 3 группы по 4-5 человек. Работа с небольшим составом более эффективная. К сожалению, есть оступившиеся наши собратья, граждане, соотечественники, которые нуждаются в нашей помощи. И наш долг духовного управления мусульман Крыма, имамов, помочь им правильно получить знания, традиционные знания ислама, которые помогут им в реабилитации и дальнейшей жизни. Более 20 детей приняли участие в конкурсе стихотворений на крымско-татарском языке. Мероприятие прошло впервые в стенах центра Илимчукрага при мечети микрорайона Белая 5. Конкурс для детей от 3 до 12 лет. О том, какие стихотворения они рассказали членам жюри, расскажут наши корреспонденты. Участники конкурса заняли свои места за столом. Каждый из них выучил наизусть стихотворение на крымско-татарском языке. Одной из первых в центр зала выходит 5-летняя Зубеде. Она рассказывает стих о том, как помогает маме по хозяйству. А вот Бекир выбрал произведение про свой народ и родину. 4-летний Селим занимается здесь с самого открытия учебного центра. Почти год. Мама мальчика говорит, что непременно запишет на занятия и младшую дочь, когда та подрастет. Огромное спасибо учителям. Они учат наших детей. Мы сюда всегда приходим. Большинство детей – ученики самой младшей группы учебного центра в микрорайоне Белая 5. Илимчукрага в переводе означает «научный источник». Сюда на занятия дети приходят каждые выходные. Родной язык они изучают всего лишь 3 месяца. Некоторые из них не говорят свободно на крымско-татарском языке, но стараются, желание учиться есть. На конкурсе стихотворений дети демонстрируют правильное произношение в крымско-татарском языке. Их успехи оценивает компетентное жюри. Нас очень порадовало то, что дети с легкостью произносят каждое слово на родном языке. Хотя многие слова выговорить в таком возрасте сложно. Особенно радует то, что молодое поколение не забывает свой язык. В завершении конкурса детям накрыли сладкий стол, за участие наградили медалями и грамотами. Конкурс стихотворений в Илимчукрага прошел впервые. В нем приняли участие более 20 маленьких жителей Белого 5. Руководители центра уверены, следующий конкурс соберет более полусотни детей. Фатиме Сейдометова, Эрвин Эмиралиев, телеканал «Миллет». В Ялте проходит 2-й Всероссийский детский шахматный фестиваль памяти Александра Куликова, кинопродюсера, заслуженного работника культуры России. 150 участников в возрасте от 5 до 14 лет соревнуются за главный приз – участие в Кубке страны. В программе мероприятия проведения различных шахматных турниров, мастер-классов и экскурсий по Крыму. Подробности в сюжете Севили Меметовой. Таймер запущен, игра началась. Мирослав Вершинин обдумывает каждый свой ход. В шахматном спорте с 4 лет намерен обыграть соперника. Я в сегодняшней партии сделал 7 ходов и думаю, как победить. В Ялте проходит 2-й Всероссийский детский шахматный фестиваль памяти Александра Куликова, кинопродюсера, заслуженного работника культуры России. Возраст участников от 5 до 14 лет. Главная задача мероприятия – повышение мастерства юных шахматистов. У вас бланк, я напоминаю, кто не знает. 150 участников соревнуются за звание сильнейшего игрока турнира. Несмотря на то, что правила игры нам известны еще со школьной скамьи, игру можно назвать одной из самых динамичных настольных стратегий. Каждая партия уникальна, исход игры зачастую
зависит от навыков соперников. Одна партия длится около 1,5 часа. На соревнования приехали дети со всей России. В день открытия стартуют главные турниры, классические турниры, этап детского Кубка России, мемориал Александра Куликова. То есть состоятся юношеские турниры в разных возрастных группах. До 9, до 11, до 13 и до 15. Среди мальчиков, среди девочек. Борьба будет идти за кубковые очки, за право попадания в суперфинал Кубка страны. Главный гость фестиваля – трехкратная чемпионка России и Европы Татьяна Косинцева. Спортсменка рассказывает, успех и победа зависят от старания, желания ребенка. В первую очередь, как мне кажется, ребенок должен просто любить то, чем он занимается, делать это с радостью, с удовольствием, и чтобы родители, конечно, поддерживали, помогали вот это увлечение ребенка, и тогда каждый, в принципе, может, мне кажется, проявить свои самые лучшие сильные стороны. Шахматисты будут соревноваться до 30 сентября. В последний день турнира участников ожидает сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Татьяной Косинцевой. Победителей наградят кубками, медалями и ценными подарками от спонсоров. Севиля Меметова, Виталий Голубев, телеканал Милет. В селе Черемисовка праздник. Впервые за много лет здесь состоялась долгожданная встреча односельчан и коренных жителей. Каково это встретиться с людьми из детства, расскажет наш корреспондент Сабрие Алимова. Коллективный намаз в старинной мечети. Здесь собралось более 100 человек и почтили память всех тех, кто отсюда родом. Затем все гости сели за праздничный стол. На всю округу раздавались звуки крымско-татарских песен. Среди гостей уроженка Черемисовки Куртваде Гафарова. Бабушке 80 лет. Делится воспоминаниями о детстве. Отец работал пастухом. Мама собирала табак. В 1944 году, как и все крымские татары, была депортирована в Узбекистан. Попала в детдом. В 1954 году пошла работать на швейную фабрику имени Ахумбабаева в Коканде. Потом училась в ФЗО, работала швеей-мотористкой, вышла замуж и родила 3 детей, а уже в 1993 году моему отцу исполнилось 90 лет, и я его привезла в Крым. Среди старейшин и Нафи Ваапов. Его корни также из этого села. Предки были самыми богатыми людьми в деревне. Дедушка рассказывает, облик села изменился, а название Купрлякой сохранилось. Эта часть села была лес, вокруг горная местность, с ущельем. Вода постоянно выступала на поверхность, появлялись грязевые места. И люди, чтобы добираться друг к другу, строили из дощечек и камней мост. Именно поэтому село и стало так называться — Купрлы-Кой. Долгожданная встреча объединила тех, кто в последний раз виделся полвека назад. Отведав плова, сладостей, все пустились в пляс. Организатор праздника Расим Керимов рассказывает, что такие встречи станут доброй традицией. Я искренне верю, такие встречи будут проводиться снова и снова. Нужно сохранить наш народ, традиции, язык на нашей земле. Заряд позитивной энергии жителям Черемисовки хватит на год, а уже в 2020-м они соберутся снова, здесь, в живописном месте, и отдадут дань предкам, и сядут за праздничный стол. Сабрия Алимова, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. В Симферополе прошел 10-й юбилейный открытый турнир по тэквондо «Олимпийцы Крыма». Около 300 спортсменов из 32 регионов России приехали сразиться за звание сильнейшего. О ярком спортивном мероприятии расскажет Султания Ситакаева. Взволнованные спортсмены из 32 регионов России встали в строй. В спортивном зале торжественная обстановка. С яркого выступления крымско-татарского ансамбля открывается 10-й юбилейный турнир по тэквондо «Олимпийцы Крыма». Пятиминутный перерыв и первый бой. На татами встречаются 2 чемпиона России. Но уже во втором раунде 14-летний Данил Макавкин из Владивостока выходит вперед по очкам. Он четко и точно наносил удары сопернику из Севастополя. Я выиграл 14-13, 4-13. Ну, я работал с передней ноги, в клинче работал. Было тяжело, потому что категория высокая, но справился. На соседнем ковре не менее зрелищный поединок. Здесь за победу борются спортсмены с ограниченными возможностями.
Победу в этом нелегком поединке одержал Андрей Куликов из Джанкоя. В спорте он 2,5 года, но уже входит в сборную России по пара-тэквондо. Работали на самых простых упражнениях, чтобы не привести к ошибке. Соперник Женя Боровко, он симферополец. Неплохо, хороший соперник. Тоже не хватает немножко ему физической, так сказать, силы. Ну а самые юные бойцы соревнуются по количеству ударов ногами. Задача сильно и быстро бить электронную грушу, не прикасаясь руками. Надо в кружки попадать, а тогда засчитываются баллы. Просто бил на месте и не останавливался. Электронные груши – новинка для крымских тэквондистов. Они куплены на деньги выигранного гранта Государственного совета республики. Тестовый вариант, где спортсмен набивает и больше демонстрирует свою технику, точность удара, скорость удара и количество ударов. Нас поддержал тогда весь Государственный совет. Ну и вот с помощью, но мы уже за это время еще много чего приобрели. С каждым годом этот турнир все больше собирает участников и гостей. В Крыму этот олимпийский вид спорта набирает обороты. Безусловно, такие турниры проводить надо ежегодно. Сюда съехались обменяться опытом и чемпионы мира, и чемпионы Европы, поделиться опытом с молодыми спортсменами, с начинающими спортсменами. Я думаю, что всем понравится, все уедут отсюда довольны. Соревнования проходили 2 дня, каждый боец прошел 3 отборочных тура. Победители наградили грамотами и медалями. Теперь призеры будут бороться за Кубок Крыма в декабре. Султания Ситакаева, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Это все новости на сегодня. В студии для вас работала Фатиме Сейдаметова. Всего доброго.